Ахмадович, это при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Мы через соглашение с Минпромторгом России во всей Российской Федерации по всем субъектам идет поставка школьных микроавтобусов. Как вы знаете, мы в начале этого 2023 года в вашем присутствии передавали 84 единицы. Это следующая партия, уже 36 единиц мы еще получили. Это для нас большая поддержка в связи с тем, что мы много новых школ открываем. Вот. И для подвоза детей, в связи с тем, что у нас села расширяются, города расширяются, население увеличивается, система образования сегодня получает очередной щедрый подарок. И это, конечно, для удобства и школ, и наших детей. Спасибо большое за поддержку. Это очень важно. И важно то, что в Чеченской Республике строятся новые школы, детские сады. И вообще очень динамично развивается система образования. И хочу поблагодарить вас, Рамзан Ахмадович, за поддержку и учителей, и школ. Мы сегодня видим очень много талантливых ребят в Чеченской Республике. Мы видим, что те кризисные явления, которые были, военные действия, они все преодолены. И сегодня республика динамично развивается. Данные автобусы, я думаю, это тоже важный вклад будет в повышение качества образования, в доступность образования, рождаемость в Чеченской Республике у нас, по-моему, одна из самых высоких в стране. Это тоже очень важно для того, чтобы дети из разных сел республики могли добираться до школы в комфортабельных автобусах. Да, это очень важно, исходя из ситуации, которая происходит в мировом сообществе, что вокруг происходит нашего государства. Несмотря на это, президент уделяет пристальное внимание во всех направлениях, и в том числе и образованию. У нас, благодаря поддержке федерального центра, мы наконец-то убили трехсменку, отремонтировали, реконструировали школы, построили новые школы. И я думаю, что совместными усилиями дальше будем двигаться. Как вы сказали, что у нас рождаемость высокая, и поэтому школы побольше нужны. Уважаемый Сергей Сергеевич, действительно, мы рады приветствовать вас в республике. Каждый ваш приезд для нас это огромное значение имеет, потому что вы сами убеждаете в том, что мы стараемся как-то изменить ситуацию республики со своими силами. Благодаря вам, федеральному центру, у нас есть позитивные изменения и мало жалоб у нас в отношении образования. Поэтому я хотел бы вас поблагодарить за вашу патриотизм, за вашу заботу о нашей теме. И действительно, у нас в республике очень серьезная проблема была в школах, потому что разрушены все школы были. А сейчас сегодня у нас все образовательные учреждения работают. И вы плюс приятную новость нам сообщили, что еще дополнительно 3 новых школы будет строиться. Поэтому я очень благодарен вам за то, что вы сами лично посещаете регионы, убеждаетесь и принимаете решения. Спасибо вам большое. Спасибо огромное, Рамзан Ахмадович, за то внимание, которое вы уделяете системе образования. Действительно, у нас в прошлом году ликвидирована 3-я смена. И это поручение президента, которое выполнено. Мы максимально помогаем и будем помогать. Важно, что все национальные проекты в Чеченской Республике реализуются в срок. Республика находится уверенно в зеленой зоне. Важно то, что развивается патриотическое воспитание. Мы со следующего года будем вводить уже по закону новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Опыт, который есть в Чеченской Республике, в том числе патриотическому воспитанию, будет важен нам для использования его уже на федеральном уровне. И сегодня привез учебник «История» обновленный. К сожалению, в предыдущих редакциях учебника «История», на мой взгляд, некорректно излагались вопросы депортации. Мы с вашими коллегами были на связи и с вами, и со всеми главами регионов. И сегодня я хочу вам зачитать уже исправленную, восстановленную историческая справедливость. И сегодня в разделе в 10 классе, в разделе депортации, текст звучит следующим образом. Трагической страницей в истории Великой Отечественной войны стало массовое выселение в условиях близости фронта и боевых действий 41-44 годов народов, огульно обвиненных ВКО в предательстве Государственным комитетом обороны. Насильственному переселению, депортации подверглось 12 народов, которые лишились не только родной земли, но и национально-территориальных автономий, имевших большинство из них. В кратчайшие сроки сотни тысяч человек под конвоем высылались в другой конец страны.
в Сибирь и Среднюю Азию. Наряду с отдельными отщепенцами и предателями пострадали и совершенно безвинные и лояльные советской власти люди, в том числе героически сражавшиеся в рядах Красной Армии. Переселенцам пришлось пережить много бед и лишений. Справедливость была постепенно восстановлена в 1957-2014 года. В СССР, а позже и в Российской Федерации репрессии в отношении целых народов были осуждены и выработаны меры по их полной реабилитации. Хочу сказать, что сегодня в зоне специальной военной операции наши бойцы, в том числе из Чеченской Республики, доблестно сражаются. Мы уже побеждаем в информационной войне. Я уверен, что благодаря, в том числе и вашей поддержке, Рамзан Ахматович, поддержке президента, армии, мы обязательно победим. Безусловно. На самом деле, президент не раз сказал, что неправильно выслали и принес извинения за то, что выслали наши народы. Но все-таки есть такие у нас историки, которые никак не могут смириться с тем, что у нас сегодня состоялась консолидация общества, что народ стал за президентом, и президент ведет правильную политику, и народ стоит за президентом. И сегодня мы защищаем нашу страну. Все мусульмане, христиане, все национальности, все вероисповедания стали один в кулак и защищают нашу страну. В этом свете, я не знаю, какой у них там цвет лица, если они пишут такие книги, 10-11 класс. По крайней мере, они не патриоты. Я их считаю предателями. Такие, как они, люди заставили выслать наши народы. Еще сегодня мне Даудов, и они показывали, 11 класс, тоже самые строки там. Тоже, я знаю, поправили. Да. Спасибо вам, что вы обратили внимание. Спасибо тем людям, кто участвовали в этом. Спасибо большое. Справедливость восторжествовала. Да. Исторический момент.